Беговой сезон открыт. На стадионе, в парке и на набережной города Ленска появляется все больше людей, занимающихся спортом. О том, как правильно бегать, чтобы не навредить своему здоровью, узнал Дмитрий Вильчевский. Легкая атлетика – это быстрота, сила и выносливость. Красивый вид спорта не требует особой экипировки, и заниматься им можно в любом возрасте. Он включает в себя разные дисциплины, от спортивной ходьбы до многоборья. Одной из главных дисциплин легкой атлетики является бег. Для того, чтобы начать им заниматься, нужна всего лишь удобная обувь. Но от этих с виду простых тренировок можно получить очень много пользы. Существует несколько разновидностей бега: марафон, горный бег и спринт. Ленский легкоатлет Михаил Соловский является спринтером. В прошлом году он поставил рекорд Якутии в беге на 400 метров. Таким результатом он обязан правильному подходу к тренировкам. Бег полезен, это как идет кардиотренировка вроде. Для сердца, укрепляет сердце тоже. Вот, чем больше нагрузка, тем становится сердце крепче и способен выносить большие нагрузки. Также бег для укрепления мышц, ноги, руки, смотря еще какой бег, каким темпом бегать. С приходом теплых дней многие ленчане начинают заниматься оздоровительным бегом. Но мало кто знает, что при неправильном выборе места для тренировок можно получить серьезную травму. Желательно бег не по бетону, лучше по дорожке, по такой вот прорезиненной, либо по грунтовой дорожке, потому что это более полезнее, ноги не так забиваются, молочная кислота не так выделяется. Для простого человека это будет самое лучшее. Начинать лучше всего со спортивной ходьбы, по несколько кругов в день. Более подготовленный человек может выбрать бег. Возможность записаться в группу оздоровительного бега есть на стадионе «Алмаз». Здесь, под чутким руководством профессиональных легкоатлетов, легко будет поддерживать хорошую физическую форму. Для нетренированного человека, то есть для обычного человека, достаточно будет 3 раз в неделю, минут по 10-15 бега. Далее идет легкая разминка, то есть на растяжку можно какие-то свои беговые придумать, то есть поднимание бедра, захлест, вот такие. Также можно, у нас сейчас на стадионе есть тренажеры, вполне возможно какие-то для себя подобрать, то есть что-то на руки, на ноги, и этого будет достаточно. Возвращаются нормы ГТО, обновляются стадионы и спортзалы. Все больше молодых ребят вместо вредных привычек выбирают спорт. А следить за собой и вести здоровый образ жизни становится не только полезно, но и модно.